Гвоздика – одно из лучших натуральных растений, которое обладает замечательной пользой для здоровья. Но миллионы людей не знают, как лучше всего принимать гвоздику, чтобы вылечиться от многих болезней и получить огромное количество удивительных преимуществ, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Употребление всего 3 палочек гвоздики дает вашему организму все необходимые преимущества для здоровья, но при условии, что это делается так, как мы упомянем в этом видео. Прежде чем мы начнем, если вы принимали гвоздику, нажмите кнопку «Мне нравится», чтобы узнать количество людей, заинтересованных в подобных видеороликах. И если ты новый подписчик, подпишись на канал и не забудь включить колокольчик уведомления, чтобы получать все новые видео. Добро пожаловать еще раз. Что происходит внутри твоего тела, когда ты принимаешь гвоздику? Если ты хочешь вести здоровый образ жизни, свободный от хронических заболеваний, будь уверен, что гвоздика – это твой правильный выбор. Мы поговорим о скрытой стороне гвоздики. Всем известно, что гвоздика является отличительным запахом кабинета стоматолога, поскольку она помогает облегчить зубную боль. Когда 1 или 2 палочки гвоздики кладут на воспаленный зуб, это немедленно успокаивает его. Мы также рекомендуем использовать ее на зубах, которые испытывают боль, до тех пор, пока вы не обратитесь к стоматологу. А теперь мы поговорим о других секретах гвоздики, которые ты, возможно, узнаешь с удивлением, поскольку гвоздика отличается наличием активного вещества, которое считается волшебным – эвгенола, и это вещество обладает рядом свойств. Это мощное противовоспалительное, противовирусное, антибактериальное и противогрибковое средство. Кроме того, это вещество считается одним из самых мощных природных антиоксидантов в мире. В этом видео мы поговорим об удивительных преимуществах гвоздики, о том, какие болезни она лечит, и о правильных способах употребления гвоздики. Поскольку существует множество способов употребления гвоздики в зависимости от причины употребления и ту выгоду, которую вы хотите получить. Мы также поговорим о том, как приготовить замечательный рецепт приготовления гвоздики, который может использовать каждый, будь то больной или здоровый. Польза гвоздики для здоровья. Во-первых, гвоздика считается одним из самых мощных средств лечения проблем с акне, поскольку она считается мощным антибиотиком и противомикробным, противовирусным и противогрибковым средством, который лечит прыщи. Все, что тебе нужно сделать, это опустить 3 палочки гвоздики в кипящую воду на 5 минут, затем процедить воду и тщательно протереть ею лицо или пораженные участки. Во-вторых, это прекрасное средство для лечения язвы желудка, поскольку гвоздика обладает лечебными свойствами при язве желудка, от которой страдают многие. Он также играет важную роль в борьбе с кандидозом и глистами в пищеварительной системе. Все, что вам нужно сделать, это положить 3 зубчика гвоздики в 100 мл воды и хорошо прокипятить их. Затем принимайте этот напиток по чайной ложке утром и по чайной ложке вечером, и через несколько дней вы почувствуете себя заметно лучше. В-третьих, снижение стресса. Известно, что усиление стресса влияет на увеличение заболеваний и патологических симптомов, что приводит к повышению уровня кортизола, вызывающего стресс. Гормон, который вызывает множество проблем для здоровья организма, особенно болезни сердца, потому что он уменьшает количество необходимых минералов, присутствующих в организме человека, таких как калий. Чтобы снять стресс, все, что вам нужно сделать, это положить 3 палочки гвоздики в чашку зеленого чая и выпить его, поскольку он обладает многими полезными свойствами для здоровья организма. Четвертый – повышение уровня тестостерона. Недавние исследования показали, что гвоздика повышает уровень тестостерона, мужского гормона, поскольку она усиливает сперматозоиды, что увеличивает приток крови и ощущение активности и жизненной силы у всех мужчин. Кроме того, этот гормон улучшает другие аспекты, такие как лечение выпадения волос, а также лечение акне и всех проблем с лицом, лечение всех проблем с предстательной железой и полезное лечение бесплодия у мужчин. Лучшее применение гвоздики для повышения уровня гормона тестостерона – это измельчить 2 палочки гвоздики, добавить их в чашку молока и выпить, так как молоко характеризуется повышенным содержанием в нем пробиотиков, которые придают гвоздике сладкий вкус, повышающий уровень гормона тестостерона. Пятый – укрепляющий иммунитет. Гвоздика богата минералами и витаминами, так как чайная ложка молотой гвоздики содержит 30% от рекомендуемой суточной нормы марганца, который необходим для здоровья организма. В нем содержится 4% от рекомендуемой суточной нормы витамина К и 3% витамина С, а также гвоздика, содержащая такие питательные вещества, как магний, кальций и витамин Е. Они также являются хорошим источником клетчатки в дополнение к фенольным соединениям, таким как чесночная кислота и жирорастворимые антиоксиданты. Известно, что жирорастворимые антиоксиданты оказывают сильное и благотворное действие, поскольку клеточная мембрана человеческого организма состоит из жира, который защищает все клетки от свободных радикалов, а также замедляет старение и придает бодрость.
Гвоздика считается одним из растений, которое вносит значительный вклад в укрепление иммунной системы организма, а также снижает частоту инфекций в организме. Все, что тебе нужно сделать, это положить 3 палочки гвоздики в чашку зеленого чая. Это помогает регулировать уровень сахара в крови. Поскольку гвоздика содержит марганец, который играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови, а также контролирует уровень инсулина в организме, что в свою очередь помогает регулировать уровень сахара в крови. Седьмой, способствует здоровью дыхательных путей. Гвоздика помогает предотвратить инфекции верхних дыхательных путей, облегчает сопутствующие им симптомы и защищает от простуды, гриппа, кашля и астмы, а также предотвращает инфекции пазух носа и бронхов. Это также помогает быстро избавиться от мокроты. Восьмой, это помогает в потере веса и сжигании жира, поскольку уменьшает чувство голода, потому что содержит высокий процент полезной клетчатки, которая помогает уменьшить желание есть и чувствовать себя сытым. В девятом году улучшаются функции печени, поскольку гвоздика содержит антиоксиданты, которые помогают избавиться от жира в печени, а также снижают риск цирроза, она также сохраняет печень, повышает уровень ферментов и делает ее более здоровой. Десятый, укрепляющий здоровье костей. Гвоздика богата марганцем, который участвует в процессе формирования костей и имеет важное значение для здоровья костей. Она также увеличивает плотность минералов в костях. Кроме того, гвоздика обладает свойствами, уменьшающими воспаление суставов, и, как показали исследования, считается прекрасным средством для лечения ревматоидного артрита. 11. Гвоздика – мощное противораковое средство, поскольку содержащиеся в ней активные вещества отравляют раковые клетки толстой кишки, а также уничтожают раковые клетки молочной железы. Вот замечательный рецепт приготовления полезного напитка из гвоздики. Все, что вам нужно сделать, это приготовить 200 мл воды и 3 палочки гвоздики в дополнение к меду манука. Добавляйте гвоздику в воду, пока она не закипит, в течение 15 минут на огне, затем оставьте до полного остывания. Затем налейте его в пустую чашку и добавьте ложку меда манука, поскольку его полезные свойства повышают качество этого напитка. Его принимают утром натощак или вечером за час до сна. И через несколько дней ты почувствуешь себя заметно лучше и почувствуешь прилив энергии. Хочу предупредить, беременным женщинам не следует принимать гвоздику, кроме как после консультации с врачом, чтобы это не оказало негативного влияния на плод. Кроме того, гвоздика небезопасна для детей младше 14 лет. Поскольку у гвоздики много побочных эффектов, она также не рекомендуется тем, кто страдает нарушениями свертываемости крови, поскольку гвоздика содержит химическое вещество эвгенол, которое может вызвать кровотечение у людей, страдающих нарушениями свертываемости крови. Гвоздика также считается небезопасной для тех, кто будет проводить хирургические процедуры во время или после операции. Поэтому ты должен прекратить носить одежду по крайней мере за 2 недели до запланированной даты операции. Дорогие зрители, это все, что у нас есть на сегодняшний день. Если вам понравилось видео, поднимите большой палец вверх и поделитесь им со своими друзьями. Напишите свое мнение в разделе комментариев, а люди, которые подписались на нас в первый раз. Подпишитесь на канал и не забудьте включить колокольчик уведомления, чтобы получать все новые видео. Спасибо, что посмотрел. До свидания.